Здравствуйте, это проект «Своих не бросаем». С вами Лиана Кириллова. И Артур Галеев. Здравствуйте. Военнослужащие мотострелкового полка «Башкортостан», которые выполняют боевые задачи специальной военной операции, получили первый отпуск. И сегодня в нашей студии командир танковой роты танкового батальона имени Сергея Зорина Радик Альфредович Гатиятов. Здравствуйте. Здравствуйте. Радик, вот вы приехали из зоны специальной военной операции со своими бойцами, да, с подчиненными. Совершенно. То есть вы приехали из зоны СВО, вас привезли на Советскую площадь, вас встретили торжественно. Да. Там были ваши родные, ваши друзья. Вот расскажите нам эти чувства. Ну, первое впечатление, это когда мы уже погрузились в автобус и начали выезжать. Мы уже понимаем, что едем все на родину, и начинаются уже звонки, соответственно. Многие ребята у нас просто даже не предупреждали. Я тоже сам лично никого своих не предупредил, чтобы сделать сюрприз, как бы, да. Но кто-то кому-то сказал, и вот первые впечатления были такие, то, что ты действительно выехал с территории СВО, сел в автобус, выезжаешь, и когда уже мы пересекали границу Башкортостана, нашу Башкирию, мы въехали, уже у всех, и в автобусе даже было приятно, то, что нас водители очень хорошо взбодрили, включили национальные песни Айдара Галимова на всю громкость, мы прям вот ехали, балдели. Ну и, соответственно, мы приехали уже было, вечером уже темновато было, но сами же знаете, одному скажешь, и дальше все пойдет. И вот так вот все быстренько среди друзей, родственников вот это все разлетелось. И как бы многие все равно не говорили, но приезжая на Советскую площадь, мы были все удивлены, что очень много народу стоит, встречает. И родственники, все друзья, и, соответственно, получается, дети. Все были довольны. Никто этого не ожидал. Мы хотели как-то сделать сюрпризом для всех. Приехать, сделать сюрприз, а сюрприз устроили вам. Отпуск, да, а сюрприз оказался для нас. Но это было очень приятно для нас, конечно. Радик, уже сложилась такая традиция, что военнослужащие, которые прибывают из зоны СВО в отпуск, возлагают цветы к памятнику Герою России имени Галиши Муратову. Для вас это символично? Конечно, да. Мы в этот же день и возложили все цветы, нас встречали. В этот же день мы все. Каждый боец взял по цветку, и мы все полностью, все отпускники, кто прибыли, возложили обязательно. Это уже традиция, я так считаю. Ее нарушать уже никто не будет. То есть вы и наши бойцы понимаете, что конечно. Наш генерал имени Галиши Муратова воевал с нацизмом на территории Украины, а сейчас мы воюем против нацизма также на территории Украины. Да, мы то же самое выполняем, ту же самую работу. Просто дело времени. Как вот в зоне СВО сейчас, как настрой у наших парней? Ну, у наших парней настроен изначально, как он и был, только на победу. Ну и все делается к этому, чтобы мы победили, и в ближайшие сроки, чтобы это все закончилось. Вот вы лично как освоились в зоне СВО? Ну, поначалу было сложновато, потому что когда ты уезжаешь на другую территорию, никого нет, у тебя ни родственников, никого, это также поддержки никакой нету. Соответственно, там и с мобильной связью были проблемы, и есть они на сегодняшний день. Осваиваемся в плане того, что мы все-таки все с Башкирии, большинство там друг друга знали, до этого даже знали на гражданке, и так получилось что вот друзья, братья уже по оружию. Да. Тем более у нас вот как в танковом батальоне это 3 человека, экипаж, они уже слаженные, они считаются уже как семья считаются, да. Мы уже с полуслова, с одного взгляда друг друга уже понимаем. Радик, вы командир танковой роты танкового батальона, с другими подразделениями полка Башкортостан взаимодействуете? Конечно. Работаем вместе со всеми подразделениями. А в зоне СВО много наших добровольческих батальонов. Вот вы лично сталкивались, то есть с нашими земляками, так сказать? Вот где мы базируемся, получается, мы с ними не видимся, не виделись, знаем, что они находятся чуть подальше нас, и они, соответственно, знают, что мы находимся тоже, но с ними вот именно... Ну, условно, то есть если выйти на азарт на них, они же ответят? Ну, по сути, да. То есть, если просто сказать «салями птещи», сразу начнется тугоняк. Родная башкирская речь. Я сейчас хотел вам дополнить то, что даже по радиосвязи большинство мы общаемся на татарском, башкирском языке. Все, да. На душе становится приятнее как-то вот. Пообщавшись по радиостанции, даже те же боевые задачи, когда выполняешь, все равно связь идет. Бывает то, что и на башкирском, и на татарском выполняем, все, разговариваем. Вообще, что говорят о башкирах на передовой? Наверное, доходили какие-то слухи? Про башкиров на передовой, как это выразиться, сказать, что, как и у нас, наверное, все наши герои Республики Башкортостан, горячие парни. Боевые богатыри. Богатыри, да.
И вот, как бы, соответственно, все придерживаются этому мнению. Ну, это да, это безусловно так. Тогда было, когда я заходил в зону специальной военной операции, так же и сейчас. Вот вы находитесь в отпуске. Удается отдохнуть с семьей, с родными? Или у вас еще и остается время? На уроки мужества, например. Да, честно говоря, времени очень мало. Времени ни на что не хватает, как бы, и всех родственников хочется увидеть, все хотят приехать, они же не все находятся, допустим, в Уфе. Куда-то съездить, что-то, ну, соответственно, не получается еще. Так скажем, первые несколько дней я еще отходил, я не понимал, что я нахожусь в отпуске. Соответственно, хотелось отоспаться, отлежаться, но этого все равно не удалось. Все узнали, что приехал, и началось тут. Но все хотят повидаться, да, конечно, и вот, соответственно, безусловно. уже и глава администрации Демского района тоже приглашал. В школу вот ходил. Везде приглашают, надо пообщаться. И люди спрашивают, интересуются, из первых уст хотят услышать всегда, что там как действительно происходит. Конечно. Очень здорово, что несмотря на то, что отпуск короткий, вы находите время, ходите и в школы, и в детские сады, рассказываете о своей службе. Спасибо вам большое за это. И активно принимаете участие, безусловно, и в других общественных мероприятиях. Военнослужащие полка «Башкортостан» в отпуске, помимо прочего, побывали в Парке Победы и в Республиканском музее боевой славы. Давайте посмотрим, как это было. Люди, которые приходят в музей, пишут письма. Мы никому не диктуем, то есть люди свои мысли закладывают. Ну, вот, например, одно из них. «Здравствуй, боец, я ученица 3 Б-класса 48-го лицея. Желаю вам скорейшего возвращения домой с победой. Желаю сил, удачи в бою. Мы в вас верим и ждем домой». Домой они вернулись, но только пока в краткосрочный отпуск. Бойцы полка «Башкортостан» несколько месяцев были на передовой. В Уфе собрались вместе в Республиканском музее боевой славы. И тут же незапланированная встреча со студентами. И разговор по душам. Зачем пошли на СВО? Башавтотранса я. У меня замечательная работа. Мне все хватало. Но когда я услышал эту беду, я даже не задумываясь, сразу пошел в военкомат. Сказал, я готов, пожалуйста, отправьте меня. И меня отправили. У меня живет родная тетя в Рубежном, которую разбомбили, погиб муж. Поехал на защиту ее. Вот, то есть мы все разных профессий, разных специальностей. То есть мы не профессиональные военные, скажем так. Вот, и пошли защищать свою родину. За несколько месяцев на передовой на счету бойцов полка «Башкортостан» 65 федеральных, государственных и ведомственных наград. Еще 224 человека представлены к наградам. Боевые задачи выполняются успешно, но и в отпуске добровольцы стараются помимо отдыха активно посещать общественные мероприятия, встречаться с молодежью, проводить уроки мужества. Да, я был удивлен, что столько придет наших бойцов сегодня. Почему? Потому что у всех своя, так скажем, жизнь в отпуске. Каждый хочет отдохнуть, побыть с семьей. Но то, что сюда пришли такое количество наших бойцов, меня удивило приятно. Ну и подчеркивает нашу как раз-таки слаженность. Подчеркивает наше морально-психологическое состояние, наш дух. Подчеркивает. Многие пришли с женами, там, с дочерьми, с детьми пришли. И это не может не радовать. В Парке Победы бойцы полка «Башкортостан» возложили цветы к памятнику скорбящей матери, как дань уважения всем матерям, женам, бабушкам, сестрам. И здесь же прозвучало предложение передать свои личные вещи в Республиканский музей боевой славы. Это мой позывной, моя деревня Осянова, деревня великого поэта Шайхзады Бабича. Музей собирает... Я этот взял позывной, потому что за этим позывным не просто название деревни, а за этим позывным народ этой деревни. За этой деревней народ Дюртюлинского района, а за Дюртюлинским районом народа нашей республики. И это мне служило очень вдохновением и поднимало мой дух. И это я горжусь своей республикой. И мы гордимся, что бойцы сейчас все встали на защиту интересов нашей России. Но мы собираем предметы для того, чтобы хранилась память о действующих событиях, о специальной военной операции. Ряд военнослужащих оставляют предметы со своим позывным. Именно по позывным близкие узнают, что их член семьи этот предмет передал в музей на хранение. Ну и ждем, что он с победы сам вернется и обрадуется своему предмету.
Это проект «Своих не бросаем». И я напоминаю, что у нас в студии сегодня командир танковой роты, танкового батальона имени Сергея Зорина Радик Альфредович Гатиятов. Радик, расскажите, что вас побудило подписать контракт и уйти добровольцем? Ну, во-первых, меня побудил это патриотизм. Я к этому всегда относился так, то что если где-то происходят какие-то действия, я думаю, моя помощь, она, какая бы она ни была бы, я сделаю все, чтобы помочь своим людям, своей республике, своему народу. Это в первую очередь для меня был патриотизм. Долг. Я считаю, это долг. Прям за душу. Радик, а вот до подписания контракта был опыт, помимо срочной службы, возможно, какой-то боевой опыт? Нет. В первый раз это все, и несмотря на свой возраст, как бы, для меня это было... Все впервые. Все впервые, да. Страх, то есть Ну, совесть. да, К тому же командиры, они отвечают в первую очередь даже не за себя, а за личный состав. Да. Вы, тем более, как командир роты, это знаете, безусловно. Согласен, да, потому что считая то, что есть ребята, бойцы, у них же все равно все их ждут дома. Об этом же каждый день ты знаешь, что дети, родня, родители, сестры, жены, матеря, они ждут, и, соответственно, приходится и работать с личным составом, и объяснять то же самое, чтобы не было никаких малейших недостатков, так скажем, грубо говоря, в плане, чтобы в работе, именно находясь на территории СВО. Да. Это многое зависит. Ну и, соответственно, поддержка близких. Они рядом. Конечно. Когда ты знаешь, что тебя дома ждут, ты стремишься... Становишься быстрее, сильнее, и все пули пролетают мимо. Радик, ну, в начале нашей беседы вы сказали, что когда ехали в отпуск, водитель автобуса включил песню Айдара Галимова, и прям было очень приятно. Да. А вот артисты на передовую приезжают. Вы попадали на концерты или еще не довелось? Нет, нам еще не довелось. Лично мне, я знаю, что они приезжают. Дай бог, и до нас доедут. Мы все надеемся, ждем. Все равно это тоже кусочек радости, кусочек земли. Соответственно, мы будем ждать. Но мне вот коллега рассказывал, что у него брат старший служит в зоне специальной военной операции. Он говорит, до этого никогда не слушал башкирские песни. А сейчас, приезжая в отпуск, у него весь плейлист состоит из башкирских песен, потому что свое родное. Да, я согласен. Даже у нас вот люди, которые даже не татары, не башкиры, они сейчас вот тоже и начали слушать и башкирские, татарские песни. Ну, как бы, как и есть. Потому что вот это вот все нас близко просто все сблизило. Стали одной большой семьей, соответственно. И общаемся, и люди уже и учат татарскому языку, и башкирскому языку. Ну да, конечно, хочешь, не хочешь, Да, будешь конечно. знать. Но у вас сейчас заканчивается отпуск. Тяжело снова уезжать от родных? Кто бы сказал, что легко? Конечно, тяжело. Не хочется уезжать, но работа, она есть работа, долг, он есть долг. Все равно надо работу выполнять, выезжать, работать. Победа будет за нами. Победа, безусловно, будет за нами. Желаем вам удачи. А с вами, уважаемые телезрители, увидимся через неделю. Это проект «Своих не бросаем». О том, что касается всех и волнует каждого. До встречи.